Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, предусматривающего запрет на импорт ряда товаров из уйгурского региона. Документ поддержали 406 конгрессменов, 3 выступили против. Инициатива предусматривает отказ от импорта продукции, полученной в результате подневольного труда. Кроме того, законопроектом предусмотрены санкции против лиц, причастных к торговле рабочими. В случае одобрения Верхней палатой американского законодательного органа он поступит на подпись Дональду Трампу. СМИ и правозащитные организации указывают на то, что власти Китая принуждают уйгуров к физическому труду в концентрационных лагерях. Власти Китая утверждают, что уйгуры получили в лагерях профессию и прекрасно живут. Однако уйгуров, освободившихся из лагерей, принуждают работать на фабриках, где условия труда оставляют желать лучшего. Почти все тюрки трудятся здесь под надзором полиции. В числе трудовых узников есть бывшие предприниматели, представители интеллигенции и ученые. Правонарушения Китая в отношении уйгуров подвергаются критике со стороны международной общественности. Власти Китая ведут активную пропаганду с целью поставить под сомнение факт тюркского происхождения уйгуров. Помимо уйгуров, Пекин не относит к тюркским народам казахов, киргизов, узбеков и татар. По данным ООН, в лагерях против своей воли содержится не менее 1 миллиона уйгуров. Всемирный уйгурский конгресс подписал протокол о сотрудничестве с Глобальным советом мусульманского духовенства, чтобы привлечь внимание к грубым нарушениям прав человека в Восточном Туркестане. Всемирный уйгурский конгресс подписал меморандум о взаимопонимании с Глобальным советом мусульманского духовенства, чтобы поставить на повестку дня репрессии и ассимиляции, проводимые Коммунистической партией Китая в уйгурском регионе. Всемирный совет мусульманского духовенства пообещал выпустить пресс-релизы и фетвы, объявляющие действия Китая против уйгурского народа геноцидом. Совет также подчеркнул, что осведомит и проконсультирует лидеров мусульманских стран по этому вопросу. Китай массово принуждает тибетцев к труду и отрицает репрессии в отношении уйгуров. Пекин установил специальные квоты на трудоустройство тибетцев в самом Тибете и других регионах Китая. Это следует из статьи агентства Reuters и доклада Адриана Зенца «Синьцзянская система милитаризованного профессионального обучения пришла в Тибет» на основе сотен публикаций в государственных изданиях, документов тибетских властей и запросов на рабочую силу за 2016-2020 годы. В объявлении, размещенном на веб-сайте властей Тибета в августе, говорится, что в рамках проекта за первые 7 месяцев 2020 года обучение прошло более 500 000 человек. Это около 15% населения региона. Из них почти 50 тысяч были переведены на работу в самом Тибете, а несколько тысяч отправлены в другие провинции Китая. Многие из них выполняют затем низкооплачиваемую работу в текстильном производстве, строительстве и сельском хозяйстве. Адриан Зенц назвал Тибет, как и уйгурский регион, площадкой для экспериментов с методами социального контроля, внедряемого Китаем со времен культурной революции. В воздушной гавани Стамбула был вручен сертификат China Friendly Airport. Согласно сообщениям турецких СМИ, аэропорт Стамбула стал первым в мире аэровокзальным комплексом, в котором полностью реализован проект «Аэропорт, дружественный Китаю». В рамках проекта будут предусмотрены такие нововведения, как выделение специальной зоны регистрации для пассажиров, прибывающих из Китая, экраны с информацией о рейсах и обработке билетов на китайском языке. Генеральный консул Китая в Стамбуле Цуй Вэй сообщил, что в аэропорту Стамбула он чувствует себя как дома. «Я был в этом аэропорту много раз, но сейчас я посещаю его с особым чувством», подчеркнул китайский консул. Данный шаг, предпринятый Турцией в момент, когда весь мир осуждает Китай за геноцид уйгуров и призывает бойкотировать китайскую продукцию, вызвал недоумение многих людей. Президент США Дональд Трамп выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он обвинил Китай в распространении коронавируса, несоблюдении международных договоренностей и заявил, что США побеждают международный терроризм. В своем обращении к ООН Трамп вновь обвинил Китай в распространении коронавирусной инфекции COVID-19 и назвал ее китайской. Он также призвал международное сообщество призвать Китай к ответственности за распространение этой чумы. Трамп заявил, что в начальной стадии распространения инфекции Китай отказался закрыть полностью международное сообщение и позволил болезни распространиться по всему миру.